Есть. 2 штуки попал. Неплохо, друзья. Вон высота штук 30. Штук 30 гальянов. То бишь... Друзья, всем привет! У нас золотая осень в Коми, река Печора. Сплавляюсь от родного села, сплавился самосплавом уже около 7, наверное, километров, 7-8 километров примерно. В общем, друзья, совмещаю полезное с приятным. Во-первых, я экономлю бензин, иду самосплавом. Во-вторых, наблюдаю, пролетит ли утка. Ну, видел только одну одиночную утку, там верхом летела, и все. Перелета пока нет северной утки. Местная уже улетела, уток пока нет. В общем, занимаюсь, чем я занимаюсь. Это вот я вяжу крючки. Вот пока самосплавом сплавлялся, вот столько крючков я уже навязал. Крючки на продольники, потому что там они у меня уже подтупились конкретно, крючки старые. Вяжу вот такие вот крючки. В номерах я не понимаю их. Отправлял мне в подарок Алексей Задесенец. 1/0. Решетка. Не знаю, какой это номер, но вот такой номер он и есть. Леска у меня суффикс 0,5 с тестом 33,9 килограмм. Ну, не знаю, 33 выдерживает, не выдерживает, но гирю 24 килограмма я на эту леску поднимал. Вот, куда мы едем? Мы едем проверять наши ловушки, которые мы поставили с Романом. Прошло 2 дня, посмотрим, что влетело, не влетело. Взял вот садок, тюрьму для ловушек. Взял еще веревку, 2 верши закину, если что-то попалось туда же. Если нет, перекинем в другое озеро. В общем, проверять так и так надо было. Ну, погода позволяет, почему бы не сплавиться самосплавом. Температура сегодня где-то за бортом примерно так +5, +7 может быть. Может прохладнее, просто ветра нету и не холодно. Ну и не жарко, потому что было бы тепло, была бы мошкара. Вчера вот, допустим, вечером была уже мошкара. Вчера перекапывал грядки. До сих пор я перебираю еще картошку, не закончил. Убрано, урожай убран весь. Осталось немножко на день работы, наверное, перебрать, отпустить яму. И все, можно сказать, я свободен, не считая там делов по хозяйству. Как-то вот так, вот такая вот красота. Краски, яркие краски нашей золотой осени. Пробовал покидать спиннинг. Где-то, наверное, минут 20 покидал спиннинг. На тех местах, где должен быть окунь. Бесполезно ни одной поклевки, ни резина, ни блесна. Все, сезон спиннинга закончен. Сейчас только работает удочка в клеточку. Что возможно, через недельку где-то мы, может, и попробуем тоже. Пару ведер рыбы надо поймать. Ну и будем рыбачить. Если поймаем живцов на продольнике. Вода падает, но вода холодная. Я так думаю, налим должен брать. Так что будем скоро пробовать. Как-то вот так. Встречаемся на наших ловушках. Я еще успею навязать крючков пяток-то точно. Ну, где-то около минуты, возможно. Может, чуть больше минуты на все про все. У нас поводок готов. В дальнейшем между 2 узлов на продольнике убираем старый поводок с ржавым тупым крючком. Цепляем новый, и все будет шикарно. Вот столько крючков я уже навязал. Как-то вот так. Так, тем временем уже мы практически подъехали к месту. Осталось переехать на остров.
И мы уже скоро будем на озере. Поехали. Вот такая вот. Так, мы на месте. Оставляем ведро верши и садок-тюрьму пока здесь. Вот здесь вот маленькое озеро, за гривкой большое. В прошлый раз мы сразу пошли на большое. На этот раз сначала обойду маленькое, может там утка есть, и потом уже аккуратно выйду на большое, потому что сегодня ветра нет, и подойти к утке будет очень проблематично. Она все слышит, все шуршание, кряковая так сразу летит, но хохлатая, она более-менее такая. В общем, посмотрим, поехали. И пусть нам повезет. Так, все. Раньше помню, здесь, ну, правда, чуть пораньше, в августе где-то в конце, ходишь так вдоль озер, кряковая поднимается, и в лед сшибали. Посмотрим, что сейчас получится. Здесь походу никого. Была бы утка, от такого шума давно бы уже залетела. Вот здесь вот в траве бывают тоже крякаши. Раньше этого шиповника не было. Выкашивали все. Сейчас все заросло шиповником. Вот тут вот раньше частенько крякаши поднимались. Здесь нету. Фух, ладно, передышка, и потом пойдем на то озеро. Так, ну что, попробуем.
Никого. Сегодня на озере ни души, ни одной утки. Ладно, пошли за ведром. Будем проверять ловушки. Так. Вот мы и на месте. Прибыли к нашим ловушкам. И начинаем проверку. Давай начинаем с самого начала. Тут у нас вроде бы была верша. Или что там. Ладно, сейчас посмотрим. Ружье далеко не убираем. Вполне возможно, могут налететь утки. Хапчи. Хапчи. Точно. Налетят, значит. Ну что? Опа! С Богом. Ага, здесь у нас бутылка. Здесь у нас бутылочка. Бутылочка. Крутись, крутись, бутылочка. Хорошая моя. Так, какая-то мелюзга. Что за мелочь? Сейчас мы это посмотрим. Сейчас мы это посмотрим. Какая-то мелочевка. Так, что за рыба? Ага. Это молодь окуня. Это молодь окуня. Ни гальяна, нифига. Вот такие вот мелкий окунь. Короче, одни окушки. Короче, одни окушки. Окунь не отнерестился. Самое интересное, то что окунь-то отнерестился, но это озеро походу заморное. Вон, отпускаем всех окуней. Они в этом году только вылупились с икры. Так, ладно, сначала сюда, потом их всех выпустим. Летело немало, но нам они точно не нужны. Так, еще немножко. Больше 100 штук, наверное, влетело, но они очень маленькие. Все. Все. Всех убрали. Вот такие вот мелкие окуняшки. У одного глаза почему-то нет. Вот такие вот, друзья, мелкий окунь. Мальки окуня. Окунь отнерестился. И их просто вот в огромном количестве. Больше сотни штук. Это не та рыба. Плавайте дальше. На халяву комбикорма покушали. А карася нет. Гальяна тоже. И что-то мне кажется, во всех остальных ловушках будет такая же история. Ну, проверим на всякий случай. И потом перекинем на другое озеро. Перенесем все ловушки и перекинем. Здесь, наверное, вообще, если прошлый раз влетело, целая куча с самого начала. Сейчас, наверное, ветроколовку втюхались, наверное,
по полной. Да нет, не так-то и много. В бутылку влезло больше почему-то. Ну да. Те же окушарики, вон, как мы видим, самый большой сантиметра 4, наверное, остальные и того поменьше. Так что отпускаем эту всю молодь обратно. Так, как бы их достать? Вот так вот сейчас в одну кучу соберем. И вот так вот. Покушали комбикорма заодно. Ух, бляха, жук там. Жук-плавунец. Испугался же. Сюда поменьше. В бутылку влили. О, какие маленькие. Один окунь. Один окунь. И никакой другой рыбы. Ни гальяна. Опять жук. Ни гальяна, ни карасей. Ничего нет. Хотя здесь карась есть. Видать, они уже залегли в спячку. Так, ну что сказать. Бутылка и вот эта раколовка, они с мелкой ячеей. Были пойманы только мелкие вот такие окушки. На тех вершах ячея покрупнее. Больше чем уверен, что они пустые. Ну пойдем глянем. Ведро не беру. Ну, на всякий случай. Можно и не брать. Ружье точно надо взять. Потому что сколько таких случаев было. Стоит только забыть ружье. Обязательно что-нибудь да налетает. Так. Вот она. Наша третья ловушка. Что и требовалось доказать. Мелкий окунь здесь прошел. И никакой другой рыбы. Что-то у нас с живцами не получается. Нифига. Не знаю. Скорее всего, надо их ловить пораньше. До заморозков. Когда они более-менее еще активны. И здесь тоже все пусто. Ни одного. Ни карася, ни ленька, то бишь озерного гальяна. Ну все, теперь все поднимаем, все убираем, смысла нет дальше держать. И попробуем перекинем на то маленькое озеро. Может быть, там что-нибудь нам улыбнется удача. Все, переставляемся. Что, друзья, все-таки я нашел способ, как поймать живца. Живец, правда, мелковат, но он есть. Вон сколько гальяна озерного не поймали, зато поймали гальяна речного. Сейчас я вам покажу, как я это сделал. Остановился здесь вот на дамбе попробовать окуня. Покидал спиннинг. Бесполезно. Смотрю, мальки плавают. В бардачке у меня был сачок, вот они. До сих пор здесь плавают. В общем, расправил я сачок. И вот потихоньку. Есть мелкий, есть средний. А есть и вообще нормальный, который можно ставить на продольнике. Так что пробовал ловить окуня на спиннинг. Закинул удочку с мальком. Бесполезно. Ни окуня, ни щуки, ни озя, никого здесь нет.
все, я вам говорю, сезон спиннинга, сезон удочки закрыт. Рыбу можно поймать только на удочку, в клеточку. Вон сеточка чья-то стоит. Сейчас мужики вот поставили одну, вторую сеть. Сети кормят, а на удочку уже бесполезно. Но если опять же поставить продольник, я так думаю, что-нибудь да попадется. Продольник или закидушки. Фидер можно тоже. Ну, сачок даже без подсыпки, прикормки. Вот малек потихонечку заходит. В первый раз вообще хорошо зашло. Потом все меньше и меньше. Многие думают, что это молодь рыбы. Нет, это взрослая особь рыбы. Просто она больше не растет. Ну вот самая большая вот такая вот вырастает, и все. Это гальян речной. Здесь нет ни одной рыбы с чешуей. Вот гальян озерный, гальян речной, их миллионы, миллиарды. Везде. Вон. Это, можно так сказать, кормовая база. Крупный малек тоже в перемешку есть. Так что покидаем немножко, сделаем запас, приедем домой и закинем в тюрьму до лучших времен. Там в будке у меня есть бутылки. Закину в речку, надеюсь, довезу я их. Главное, слишком много не надо. Сейчас пару раз еще черпану, потому что тут ехать еще километров 7, наверное. Если слишком много накидать, кислорода им не будет недостаточно, могут все подохнуть. А так потихоньку, помаленьку. И можно будет ставить уже на малька продольники, потому что, ну, в принципе, можно будет и на червя попробовать, накопать червей. Погода шикарная, ни одной утки. За целый день не видел ни одной утки. Ни одного выстрела в округе. Утка еще где-то сидит и ждет холодов. О, вот так вот штук по 20-30. Видно, да? Закину в тюрьму, там через отверстие мелкий малек выйдет, крупный останется. Ну хоть так. Осенью бывает и малек-то к берегу не подходит. Это, не знаю, вот тут нашел малька. Бреднем надо с мелкой ячей прошерстить вдоль берега, там. Может быть, может попасть на ерша. Ерша бы наловить тоже не мешало. Только его как сохранить, опять же, до зимы. Вон, вижу, вот он. Потихонечку заходит в сачок. Так что живца все-таки мы сегодня поймали. Теперь остается довести их до дома, закинуть в тюрьму, и все. Ну ладно, я уже пока прощаться не буду. Вместе закинем, хорошо? Вот вон, все ясно. Вон. Сейчас покажу еще разик. Вам, наверное, не видно, но они заходят. О, как-то вот так. Как-то вот так. И так далее. Итак, мы приехали. Взял две такие бутылки, пятишки.
Тут отверстия чуть покрупнее, тут мелкие. Ну-ка посмотрим, доехали, не доехали. Ну, нормально. Все живцы у нас благополучно доехали. И теперь мы их закинем в эти бутылки до лучших времен. Так. А воронки нет. А воронки нет. Ладно, попробуем так. Сейчас попробуем. Так вот. Третьей руки не хватает. Вот так вот. Сюда хватит. Так, хватит. Как-то вот так. Теперь мелкие мальки через крупные отверстия выйдут. Средние и крупные останутся. Привязываем вот сюда к колесику. И колесико вот так. Надеюсь, вода так сильно не упадет. Сейчас палочкой только поправлю. Палочка, палочка, палочка. Чтобы воздух вышел. И будет все отлично. Вот так вот. Ну вот еще одно дело сделали. Теперь оставшиеся десяток мальков насаживаю на закидушки